Каждый человек способен привыкать к каким-то действиям. Кто-то привык рано ложиться спать, а кто-то поздно. Кто-то привык делать по утрам зарядку, а кто-то нет. У человека появляется привычка. Привычки бывают полезные и вредные. Те привычки, которые не мешают здоровью человека, называются полезными. Вредная привычка – это привычка, которая приносит вред. Вредные привычки плохо влияют на организм человека. Если они появились у человека, отказаться от них бывает непросто. Они наносят вред здоровью человека, вызывают зависимость и приводят к тяжелым заболеваниям. Мы играем в игру «Полезно-вредно». Я буду называть привычки, а вы, если это полезная привычка, хлопайте в ладоши, а если вредная, то топайте. Первое. Чистить зубы. Кричать. Убирать за собой вещи. Делать зарядку. Есть много сладостей. Грызть ногти. Обзывать детей. Говорить неправду. Неряшливо одеваться. Пользоваться носовым платком. Обманывать. Кушать молча. Здороваться. Прогуливать занятия в школе. Заправлять постель. Заниматься спортом. Быть вежливым. Быть аккуратным. Мыть руки перед едой. Грубить старшим. Много сидеть у компьютера и телевизора. Гулять в неположенных местах, где есть опасность для жизни. И последнее, внимательно слушать учителя на уроке. Молодцы, ребята! Очевидно, что занятия физическими упражнениями являются альтернативой вредным привычкам. Физические упражнения оказывают оздоровительный и профилактический эффект, что является чрезвычайно важным, так как на сегодняшний день число людей с различными заболеваниями постоянно растет. Таким образом, физическая культура и здоровый образ жизни – первостепенной задачей которых является сохранение и укрепление здоровья, должны быть неотъемлемой частью жизни каждого человека.